Для Мухаммедкалая Абылгазиева теперь граница на замке. Бывшему премьер-министру по решению Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями непозволительно покидать страну. Сторожевые карточки разосланы всем КПП, и в случае попытки выехать за пределы республики она будет пресечена, а сам Мухаммедкалый Абылгазиев передан финполиции. Вы можете подтвердить, да, что бывшего премьер-министра Мухаммедкалая Абылгазиева запрещен выезд из страны? Да, в действительности данный факт присутствует. Подробности мы сообщим чуть позже. Сам экс-премьер заявил, что никуда бежать не собирается, а ведь многие предполагали, что, скорее всего, бывший чиновник уже к сегодняшнему дню покинул Кыргызстан. Я не покидал и не собираюсь покидать страну. Я нахожусь у себя дома. И уже не раз заявлял и вновь подтверждаю, что готов ответить на любые вопросы государственных органов в соответствии с законодательством страны. Скандалов в период премьерства Абылгазиева было хоть отбавляй. Он возглавлял Кабмин с 20 апреля 2018 года до 15 июня нынешнего года, то есть 2 года с небольшим. Его прозвали премьером-долгожителем. В числе самых громких историй, в том числе связанные с его родней и оператором сотовой связи КТ Мобайл. Премьера прямо обвинили в лоббировании интересов этой компании, к руководству которой, как тогда выяснилось, имел отношение свояк Абылгазиева Иманкадыр Исалиев, а его сын был заместителем гендиректора КТ Мобайл. Компания существовала формально много лет, но не выходила на рынок. При этом зарплаты руководству платили баснословные. Но апогеем стала история с радиочастотами. Этой весной другая крупная сотовая компания купила целую фирму за 1,8 миллиона долларов, а вместе с ней и имевшуюся у нее лицензию по использованию радиочастотного спектра 200 МГц, предназначенного для вещания кабельного телевидения. Чтобы использовать их для сотовых нужд, Госкомитет связи и информационных технологий переоформил частоты под работу 4G интернета. Как тогда заявили активисты и депутаты, совершить эту процедуру руководство Госкомсвязи не могло без разрешения премьер-министра. Как только об этом стало известно, было открыто уголовное дело. Примерный ущерб тогда оценили от 5 до 10 миллиардов сомов. Я такое мнение говорил еще при самом Абылгазиеве, когда он возглавлял правительство. Такая частота в другой стране стоила бы огромных денег. Да, при открытых продаж, при аукционе, да. Например, в стране с населением 30 миллионов, и это стоило около 180 миллионов долларов. Да, значит, у нас примерно оно должно стоить в районе 50 хотя бы миллионов долларов. Они это что сделали? Они оформили за бесценки, отдали своей же компании. Думаете, они бесплатно сделали? Я думаю, это следствие выяснит. Абылгазиев, чье имя активно муссировалось в этом скандале, сначала взял отпуск, мол, чтобы не подумали, что он может оказать давление на следствие, а после 2 недель ушел в отставку. А в это время в стране уже разразилась эпидемия коронавируса. Еще до первых случаев заболевания в марте Абылгазиев рапортовал, что правительство применяет механизмы контроля и предупреждения проникновения на территорию страны коронавирусной инфекции. Демонстрировались учения специалистов в аэропортах, проверки всех прибывающих, заверяли, что закупки и медоборудования, и средств идут полным ходом. Лаборатории готовы, а когда в марте как раз через воздушные гавани проникли первые больные, заражение ежедневно стало расти в геометрической прогрессии. Больницы резко заполнились, алгоритмы сумбурно менялись, люди бунтовали в обсервациях, а в лабораториях ни реагентов, ни тестов. И тут премьер решает уйти в отставку. По мнению адвоката и гражданского активиста Каната Хасанова, который вместе с женой в те дни оказался на грани смерти и на глазах которого умирали люди, такое отношение бывшего главы Кабмина нужно характеризовать не просто как безответственное. Под него есть статья в кодексе. Ни лекарств, ни больниц, ни кислородных аппаратов, ничего не было подготовлено со стороны государственных органов. Денежные поступления от международных доноров, от Всемирной организации здравоохранения, они все приходили. То есть куда уходили эти деньги? Собрав все воедино в кучу, я подал заявление в Генеральную прокуратуру на начальника штаба. За месяца 1,5 до сегодняшнего дня мне пришел ответ задним числом, что ваше заявление зарегистрировано в ЕРПП и что по данному факту ведется расследование, дело передано в службу ГСБ. Тогда же зарегистрировали материалы и о нарушениях в тендерах, проведенных Минздравом на поставку медсредств. Чиновников министерства подозревали в продвижении интересов определенных компаний. Свои материалы по выявленным завышениям цен на медицинские товары при осуществлении закупок предъявили и журналисты. Закупались СИЗы, многоразовые, одноразовые. Одноразовые закупались по 1000-2000 сомов. Это
на 3-4 раза больше, то есть завышенная цена. Да, получается. потому что обычная цена, то есть мы примерно вот сравнили, ну, примерно такие съезды стоили где-то 300-400 сомов. А Финпол обещал вот провести расследование, мы им дали данные. Некоторые активисты вот обратились в суд, вроде было возбуждено уголовное дело против Мухаммедкалия Абулгазиева, и к материалу приобщили наше расследование тоже. Из медицинских чиновников, привлеченных по ситуации с COVID, пока известно только о Кусмозбеке Чолпонбаеве, которому предъявили обвинение по статье злоупотребления должностным положением и 17 сентября заключили в СИЗО-1. Тогда же руководство ГСБЭП сообщало, что ими расследуется 5 уголовных дел о халатности и коррупции по неготовности медучреждения к оказанию помощи населению, закупке предметов медназначения медикаментов в период вспышки пандемии. Не исключено, что Мухаммедкалый Абулгазиев может проходить фигурантом по одному из них. Елена Яковлева, Диас Сакимбаев, НТС.